Уважаемые коллеги, добрый день. Я рад вас всех приветствовать на вебинаре, который проводит Коми Республиканский институт развития образования в рамках реализации мероприятий по проекту «Эффективная школа». Сегодня мы с вами будем обсуждать основные аспекты сопровождения школьных команд участников проекта именно на муниципальном уровне. То есть данный вебинар проводится для специалистов, которые представляют непосредственно муниципальные органы, осуществляющие управление сферой образования, муниципальные методические службы и так далее. Вы можете отметить в чате, как вам хорошо слышно, поскольку у нас будет только презентация и мое аудиосопровождение непосредственно слайдов. Также у нас есть возможность задавать вопросы, и вы можете в верхнем правом углу обнаружить вкладку «Вопросы» и фиксировать их. По окончании презентации я постараюсь ответить на них, если они будут и так далее. Но наша самая главная задача как раз рассмотреть роль муниципальной методической службы или управления образованием в данном случае в сопровождении школьных команд, которые участвуют в проекте «Эффективная школа». Хорошо слышно. Спасибо, коллеги. Мы начинаем. Я напомню, поскольку презентация проекта у нас уже все-таки была, что данный проект реализуется на основании соглашения о предоставлении субсидий с федерального бюджета бюджету Республики Коми на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации развития образования. Данное соглашение было подписано еще в конце прошлого года, в 2019 году, 20 декабря. И данное соглашение действует, в общем-то, в течение одного календарного года. То есть к концу 2020 года мы должны уже будем по предоставлению данной субсидии представить отчеты о том, каким образом мы осуществляли мероприятия и не только по повышению качества образования в данном сегменте школ. Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми уже подготовлен ряд нормативно-правовых актов, и в частности здесь указан один из таковых. Это приказ от 10 февраля 2020 года номер 54-П, который звучит следующим образом: о реализации мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. И опять же мы видим повторение путем реализации региональных проектов, распространения их результатов и так далее. Я останавливаться на этом не буду. Наша сегодняшняя встреча будет, может быть, и не столько знакомительной, сколько такой плановый, так скажем, да, на ближайший непосредственный период, в частности, в отношении тех мероприятий, которые мы должны с вами завершить по окончании второго уже квартала 2020 года. Напомню еще несколько моментов. Главная цель реализации данного проекта – это повышение качества образования в школах Республики Коми, которые как раз демонстрируют низкие образовательные результаты, и школы, функционирующие в неблагоприятных социальных условиях. В этом году, в отличие от предыдущих, при идентификации школ использовались самые разные показатели, и традиционными является, конечно же, показатель, который был предложен изначально в методологии. Это показатель индекса социального неблагополучия школ, и часть образовательных организаций использовали его для оценки непосредственно социального благополучия. Традиционными являются показатели государственной итоговой аттестации, и в этом году большое внимание также уделяется результатам всероссийских проверочных работ, которые продемонстрировали обучающиеся общеобразовательных организаций Республики Коми, и на основании информации, имеющейся в РИЦОКа, при предоставлении Рособорнадзора и так далее, данная идентификация осуществлялась. То есть хочу обратить ваше внимание, что идентификация смещается также и в контексте исследований, которые проводились помимо государственной итоговой аттестации и так далее. Какие результаты мы должны по итогам данного проекта, в общем-то, достичь? Здесь они обозначены более глобально. То есть в данном случае доля региональных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года,
и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, у нас должно быть не менее 60%. Но республика в своей программе и своей концепции заявила, все субъекты, все муниципальные образования Республики Коми принимают участие в реализации данного проекта. Второй показатель – это устойчивая положительная динамика качества подготовки в общеобразовательных организациях с низкими образовательными результатами или функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Мы понимаем с вами, в какой мы ситуации, конечно же, находимся с учетом сложившихся форс-мажорных обстоятельств, но попытаемся выявить в контексте оценки качества подготовки, да, характер данной динамики. То есть либо это стагнация, либо это положительная все-таки динамика, может быть, в каких-то образовательных организациях будет отрицательная и так далее. Но все покажет непосредственно мониторинг. Осуществление ротации школ с низкими результатами обучения, школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, за счет повышения качества образования в них. И это нашло свое отражение в том, что у нас обновился состав участников, школ-участников, и у нас обновился состав школ-лидеров, которые сопровождают в данном случае школ-участники, образуют вместе с ними школьные команды. Школьные команды функционируют с целью как раз достижения той главной цели, которая уже обозначена – повышение качества образования. Ну и полнота комплекса мер кадровой поддержки школ с низкими образовательными результатами. Какие основные функции, по нашему мнению, мы видим, так скажем, да, в специалистах методических служб, которые помогли бы в данном случае нам реализовать данный проект в образовательных организациях достаточно успешно? Ну, часть из них представлена на сайте проекта. В данном случае это раздел официального сайта КРИРО, проект «Эффективная школа». В частности, это создание рабочей группы проекта по вопросам сопровождения школьных команд проекта. И фактически такие группы у нас уже созданы. У нас назначены ответственные лица в муниципалитете, у нас назначены ответственные лица в школах, лидерах, школах, участниках. И у нас назначены ответственные лица от Коми Республиканского института развития образования, которые, объединяясь внутри муниципалитета в общую команду, фактически станут участниками, полноправными участниками всех мероприятий и так далее. Но об этом чуть позднее. Также у нас появляется мобильный методист как платформа, на которой мы можем размещать в данном случае не только информацию о проводимых мероприятиях, не только какие-то документы, программы и прочее, но и в целом организовать взаимодействие и общение, поскольку там имеются подобные функции, в данном случае в контексте предоставления возможности задать вопрос какой-либо и так далее, получить на него квалифицированный ответ, ну и прочее. Разработка и утверждение муниципальной программы перевода школ в эффективный режим функционирования и других нормативных правовых актов, необходимых для реализации данной программы, данного проекта в целом на уровне муниципалитета. Об этом мы сегодня с вами тоже будем говорить, о том, какие примерные требования могут быть предложены, предъявлены, так скажем, да, к муниципальным программам перевода школ и что может представлять собой структура подобной программы. Конечно, это функция координации взаимодействия школьных команд, то есть школ-лидеров, школ-участников проекта, в том числе посредством сетевого взаимодействия. Это содействие функционированию профессиональных методических объединений педагогов в проведении в школах с низкими результатами обучения, школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, мониторинга качества результатов обучения, а также качества преподавания, управления школьной среды и так далее. Об этом мы тоже сегодня с вами будем говорить, но хочется отметить, что методология предполагает фактически активизацию взаимодействия на горизонтальном уровне как раз именно школ-лидеров и школ-участников проекта. Также методология предполагает еще и вертикальное взаимодействие, которое устанавливается непосредственно по разным уровням. Это муниципальный
региональный уровень, федеральный уровень и так далее. И, конечно же, большую роль отводят в этом и профессиональным методическим объединениям, то есть профессиональным сообществом педагогов, могущих оказать непосредственное влияние на профессиональное развитие педагогических кадров и в целом обеспечить, так скажем, возможность повышения качества образования и так далее. Если говорить о кураторах проекта, на 2020 год таковых от КРИРО зафиксировано 5 человек, и в данном случае у нас представлено и муниципальное образование, в частности, Светлана Анатольевна Ныркова является непосредственно участником команды МОГУ «Воркута» и Сыктывкар. Волкова Анжелика Васильевна, она, в частности, сопровождает и курирует школьные команды и также специалистов муниципальных районов республики. Это Ижемский, это Печора, Усть-Вымский и Усть-Цилимский. Поликарпова Татьяна Дмитриевна, она в данном случае работает с командами Приузского района, Сыктывдинского и Сысольского района. Наталья Николаевна Исаева, это города в данном случае Вуктыл, Ухта, ну и Сосногорск. Ну и я сопровождаю в данном случае школьные команды Инты, Нижпогосского района, Кайгородского, Каркиросского, Троицко-Печорского, Ударского, Усть-Кломского района и города Усинска. То есть данные специалисты у нас зафиксированы, в частности, в приказе КРИРО о том, что они действительно привлекаются для сопровождения и муниципальных специалистов, и непосредственно школьных команд по участию в данном проекте. Поэтому данную информацию вы можете использовать, непосредственно обращаться к ним как к лицам, ответственным за реализацию данного проекта. Относительно основных мероприятий, мне хотелось бы сегодня тоже ознакомить вас с тем, что мы ожидаем в данном случае до конца, таких глобальных мероприятий, до конца этого года, и показать тем самым роль муниципалитетов в их собственной реализации. Ну, одним из пунктов данного проекта, в частности, утвержденного приказа министерства и согласованного непосредственно с Министерством просвещения, это разработка муниципальных программ поддержки школ с низкими результатами обучения, школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях с учетом ресурсных дефицитов территорий, национального проекта образования, республиканских проектов и достижений 2017-2019 годов. Именно так звучит непосредственно мероприятие. То есть ожидается, что в каждом муниципалитете, который принимает участие в данном проекте, будет разработана подобная программа. И сегодня о некоторых аспектах и моментах мы в отношении этой программы также с вами обсудим и поговорим. Разработка пакета нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию муниципальной программы. Здесь она очень коротко обозначена как поддержка школ участников проекта в 2020 году. Это может касаться в данном случае нормативные акты по ее утверждению, по реализации отдельных мероприятий, запланированных в рамках, может быть, программы и так далее, и так далее. Ну и, конечно же, это консультирование и тьюторское сопровождение общеобразовательных организаций, педагогов, участвующих в проекте, которое может осуществляться не только на, так скажем, да, республиканском уровне, но и на уровне муниципалитета. В данном случае может быть, вопросы по организации взаимодействия между школами, по решению вопросов, связанных с повышением качества образования и так далее, непосредственно могут найти, так скажем, свой, может быть, ответ, профессиональный комментарий у специалистов, сопровождающих на уровне муниципалитета данный непосредственно проект. Это проведение краткосрочных мероприятий, которые могут быть запланированы в рамках муниципальных программ, да, по повышению качества преподавания в школах и участвующих непосредственно в проекте. Самые разные формы, семинары, вебинары, мастер-классы и так далее. Проведение индивидуальных и групповых стажировок педагогов школ, участников других образовательных организаций, то есть школах, лидерах, например. Ну и опять же, мы подчеркиваем необходимость обсуждения ряда вопросов сопровождения школ в рамках взаимодействия профессиональных методических объединений педагогов, которые функционируют на уровне муниципалитета. Это муниципальные методические объединения педагогов, если таковые существуют, и муниципальные методические объединения педагогов-психологов, логопедов при наличии таковых.
Если таковых нет, то, естественно, данные функции, данные все мероприятия, они параллельно также осуществляются и на уровне, и планируются, и проводятся и на уровне республики как таковой. То есть фактически это те наши с вами параллельные действия, которые могут осуществляться как на уровне муниципалитета, так и на уровне республики параллельно. Далее, ближайшие мероприятия. Входной мониторинг реализации региональной программы поддержки школ. Начальная дата у нас апрельская, ну а окончание у нас до 30 мая 2020 года. По этому мероприятию у меня будет информация дополнительная, об этом мы чуть попозже с вами будем говорить. Далее. Ожидается проведение 19-21 мая 2020 года международного методического семинара «Эффективный учитель для эффективной школы». Данное мероприятие является традиционным и реализуется именно в рамках данного проекта «Эффективная школа». И мы хотели бы, чтобы и школы-лидеры, и школы-участники, и непосредственно специалисты муниципальных методических служб, те, кому данное мероприятие будет интересно, а оно действительно будет интересным с привлечением федеральных экспертов, международных экспертов, с которыми КРИРО уже достаточно продолжительно сотрудничает, которые нам помогают реализовывать и осуществлять подобные мероприятия. И хочу сразу сказать, поскольку данное мероприятие мы еще обсуждаем, но программа будет довольно-таки насыщенной. Также в рамках данного семинара будет проводиться еще и информационные мероприятия, которые связаны с проектами, которые будут осуществляться несколько позднее. В частности, ну вот вы видите, например, планируется также дистанционная летняя школа, то есть в рамках июня, июля, августа определенные курсы повышения квалификации будут предложены для школ-участников, для педагогов школ-участников. Также мы планируем проведение грантового конкурса модели перевода школ в эффективный режим функционирования сентябрь-октябрь. Этот конкурс является денежным. Любая организация, любая школьная команда, правильнее сказать, независимо от итогов участия, будь то она победитель, либо призер, либо участник, получит непосредственно денежные средства по итогам участия, которые может использовать в рамках разных направлений, на повышение квалификации, на приобретение основных средств и так далее, и так далее. И именно об этом мероприятии у нас также пойдет речь в рамках семинара «Эффективный учитель для эффективной школы». Планируется проведение в сентябре 2020 года промежуточного мониторинга реализации региональной программы поддержки школ, поскольку у нас есть обязательства по проведению входного, промежуточного и итогового. Ну и сразу же хочу сказать, что в декабре мы проводим итоговый мониторинг реализации региональной программы поддержки школ. В октябре запланировано 2 крупных мероприятия. Это научно-практическая онлайн-конференция «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения» и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации. Прошу прощения за ошибки. Также в рамках данной конференции будет проводиться межрегиональный семинар. Это модели и механизмы финансовой и методической поддержки школ с низкими результатами обучения, школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Ну и итоговый мониторинг, как завершающее непосредственно мероприятие, комплексное диагностическое мероприятие, позволяющее нам оценить эффективность реализации программы и в целом оценить динамику тех изменений, которые произошли среди школ-участников данного непосредственно проекта. Параллельно с этим планируется проведение очных, очно-заочных курсов повышения квалификации по 5 программам. Об этом мы уже говорили и анонсировали, в частности. И я думаю, что данная информация, она будет адресно уже распространяться непосредственно школам-участникам и так далее. На что мне хотелось бы обратить ваше внимание? Это по входному мониторингу, поскольку мы спланировали его завершить непосредственно 30 мая, но в настоящий момент у нас есть определенные трудности. И вот о них немножечко несколько слов. Итак, главная цель проведения данного мониторинга – это изучить особенности реализации региональной программы поддержки общеобразовательных организаций, участвующих в проекте «Эффективная школа». Мы изучаем непосредственно условия управления, условия
образования в целом, какие созданы, ну и, конечно же, качество и так далее. И фактически в настоящий момент мы видим, что первый этап у нас должен был быть завершен 30 апреля, сегодня уже 6 мая. У нас, к сожалению, не прошли мониторинг 2 школы, то есть, по крайней мере, у нас нет сведений в тех формах, которые, в общем-то, мы предлагали, да, и в конце апреля мы также писали школам о необходимости прохождения. Это Кипиевская школа и школа села Богородск. У части, в данном случае, школ у нас не заполнена одна форма, это условия работы образовательной организации. Мне хотелось бы обратить внимание, это средняя общеобразовательная школа номер 26 города Воркуты, это Сизябская средняя общеобразовательная школа, Часовская средняя общеобразовательная школа села Усть-Илыч. Ну и у нас средняя общеобразовательная школа села Окунев-Нос, Окуневская средняя общеобразовательная школа. Сегодня сотрудники центра направили письма еще раз в данной образовательной организации о необходимости завершения прохождения входного мониторинга. И здесь есть одна ссылка на форму, в частности, это форма условий работы образовательной организации. И, уважаемые коллеги, мы просим вас оказать содействие в том, чтобы данная образовательная организация, которая нами обозначена в настоящий момент, завершили данную работу до 10 мая 2020 года включительно, поскольку у нас достаточно большое количество школ, относительно которых мы должны составить адресные аналитические отчеты, и это, конечно же, усложняет определенным образом работу, поскольку у нас нет по всем образовательным организациям данной информации. В связи с этим наша просьба заключается именно в следующем. Итак, еще раз повторяю, Кипиевская и села Богородск, в данном случае средняя общеобразовательная школа, по нашим данным, пока не заполненных форм вообще, ну а у части школ нужно заполнить в данном случае форму условий работы образовательной организации. Далее. Относительно муниципальной программы. Муниципальная программа поддержки школ с низкими результатами обучения и так далее, да, может иметь следующую примерную структуру. Забегая сразу вперед, хочу сказать, что данная презентация не является в данном случае как бы отправным источником, единственным источником, поскольку у нас методические рекомендации по разработке муниципальных программ поддержки школ в данном случае находится на стадии согласования, и я думаю, что после 11 мая мы будем рассылать специалистам, ответственным за сопровождение участников данного проекта, данные методические рекомендации. И там действительно будет более подробно относительно каждой составляющей представлена определенные рекомендации. Второй момент. Это рекомендации. Любой муниципалитет самостоятелен и вправе непосредственно сам устанавливать, так скажем, да, каким образом муниципалитет видит данную программу, ее структуру, ее содержание, наполнение. Что может туда входить? В структуру муниципальной программы может входить паспорт программы, могут входить такие смысловые блоки, как анализ проблемы обеспечения качества образования в муниципальной образовательной системе, цели и задачи муниципальной программы, показатели и индикаторы программы, комплекс мероприятий по поддержке школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, механизмы реализации программы, сроки реализации программы, финансовое обеспечение программы, план реализации программы. Хочу сразу обратить внимание на то, что, еще раз, это примерная структура. Данные блоки могут находиться и не обязательно в такой последовательности. Я думаю, что у некоторых может возникнуть вопрос относительно показателей и индикаторов программы, относительно сравнения комплекса мероприятий и плана реализации программы, чем он отличается и так далее. Ну, я буквально несколько слов поясню, но для начала хочу показать непосредственно примерную структуру паспорта. То есть
наименование программы, основные разработчики программы. Понятно, что здесь являются те специалисты, которые сопровождают участников проекта. Основные исполнители программы– это те образовательные организации, которые непосредственно, может быть, в этом году принимают участие в данном проекте, но потенциально данная программа может существовать в отношении тех образовательных организаций, которые попадают, так скажем, в этот непосредственно сегмент. Цель программы, задачи программы, основные показатели и индикаторы, срок реализации программы, механизм реализации программы, ожидаемые результаты реализации программы, контроль реализации непосредственно программы. Еще раз напоминаю, что данная примерная структура паспорта является примерной. Ну и возвращаясь в данном случае назад на предыдущий слайд, в частности, анализ проблемы обеспечения качества образования ориентирован на выявление противоречий, которые существуют или характерны для муниципальной образовательной системы. И в частности, данные противоречия, которые порождают в целом проблемы обеспечения качества образования. Именно констатация противоречия, может быть, даже и проблем, позволит нам выйти на целеполагание и формулировку непосредственно задач. В проекте методических рекомендаций представлены возможные формулировки целей, возможные формулировки с учетом целей и задач муниципальных программ, а также возможные примеры показателей и индикаторов. Конечно, мы с вами понимаем, что все показатели и индикаторы программы, они должны корреспондироваться с целями и задачами, и в первую очередь, наверное, в большей степени с задачами, поскольку мы сможем более конкретно понимать, да, на каком этапе или по итогам программы, либо в рамках промежуточного какого-то момента, так скажем, да, мы можем уже оценить результаты и так далее. Комплекс мероприятий по поддержке школ с низкими результатами обучения, школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, может строиться непосредственно в рамках обозначения конкретной задачи и тех мероприятий, которые вы можете проводить. Ну и чем же он будет отличаться от плана реализации программы? Если в данном случае программа, ее срок реализации осуществляется не в течение года, а в течение нескольких лет, то план реализации программы– это более конкретное в данном случае указание с учетом временного промежутка, в данном случае тех действий, которые будут предприняты в тот или иной момент времени, а также обозначены те результаты, те ответственные лица, условно говоря, которые будут осуществлять реализацию мероприятия и обеспечивать достижение запланированных непосредственно результатов. Ну и, конечно же, здесь все остальные части, я думаю, каким образом, в частности, механизмы, каким образом финансовое обеспечение осуществляется данной программой, муниципалитет может решать непосредственно самостоятельно. Если говорить в данном случае о ближайших задачах, и вот здесь мне хотелось бы, конечно же, просить вас о помощи, о том, чтобы вы оказали содействие в данном случае по реализации данного проекта. Конечно, это, во-первых, завершение входного мониторинга участников проекта «Эффективная школа» до 10 мая 2020 года. Это те школы, о которых мы говорили, которые не приступали или которым необходимо еще заполнить одну форму. Не уверен, что к 30 мая мы обеспечим для всех участников проекта, то есть 37 школам-участникам, индивидуальные аналитические отчеты. Я думаю, что ближе к 12 июня, я думаю, наверное, большинство данных школ получит индивидуальные персональные аналитические отчеты. Мы постараемся ускориться и обеспечить информацией для того, чтобы образовательные организации приступили к разработке также программ, да, тьюторского сопровождения школ, участников проекта и так далее. Второй момент – это обеспечить участие школьных команд, то есть и школ-лидеров, и школ-участников в работе международного методического семинара «Эффективный учитель для эффективной школы», который состоится 19-21 мая 2020 года. Подробная информация и полная информация будет представлена и анонсирована
на сайте Комреспубликанского института развития образования. И я думаю, что после праздников, после 11 мая данная информация обязательно появится. Также мы обеспечим непосредственно персональную рассылку по образовательным организациям, участвующим непосредственно в этом проекте, а также в муниципалитеты по проведению данного семинара. Еще раз обращаю ваше внимание, что повестка достаточно насыщена, разнообразна, а также запланированы информационные мероприятия по тем мероприятиям, которые будут проводиться во втором, так скажем, полугодии. Да? Далее. Разработка муниципальных программ перевода школ в эффективный режим функционирования. Нам необходимо данную работу завершить в конце второго квартала. То есть мы планируем, конечно же, что до 15 июня 2020 года у нас появится, по крайней мере, информация о том, что в муниципалитетах такие программы разработаны. Такие программы могут быть размещены как раз на мобильной платформе «Мобильный методист» и так далее. Ну и еще один момент. Да? Для обеспечения эффективности взаимодействия внутришкольной команды мы также просим вас о содействии в заключении договоров о сотрудничестве между школой-лидером и школой-участником или школами-участниками проекта. И также завершить эту деятельность непосредственно до конца июня 2020 года. Здесь у нас обозначен примерный срок до 15 июня. Об этом договоре о сотрудничестве речь пойдет непосредственно уже завтра на вебинаре, когда мы будем работать непосредственно со школами-лидерами и обсуждать вопросы, связанные как раз с организацией сопровождения школ-участников, с организацией в целом данного взаимодействия, об их роли и так далее, и каким образом непосредственно можно выстроить в данном случае работу со школами-участниками. Также будет представлен опыт предыдущих лет, в частности, будут обобщены методические материалы, наиболее успешные методические практики предложены непосредственно для использования. Также это содействие в активизации школьных команд в разработке программ, в частности, программы тьюторского сопровождения, это школы лидера, и программы перевода в эффективный режим функционирования. Объясню почему. Потому что эти документы лягут в основу конкурсных материалов грантового конкурса. То есть данные документы будут обязательно представлены в рамках конкурса, и это позволит в конечном итоге при любом исходе, как я уже сказал, непосредственно быть определенным образом премированным. Я думаю, что для образовательных организаций это будет неким таким, может быть, внешним стимулом для участия непосредственно в рамках данного грантового конкурса. Также оказать содействие в активизации в работе данных педагогов, школ-участников и школ-лидеров в работе муниципальных и республиканских профессиональных методических объединений. Мы об этом будем говорить со школами-участниками, со школами-лидерами, о том, что становясь непосредственно, да, так скажем, представителями профессионального сообщества определенного методического объединения, фактически они получают доступ к достаточно актуальным вопросам, которые обсуждаются в рамках заседаний республиканских методических объединений. Ну и, конечно же, школы-участники в этом отношении могут получить определенного рода поддержку и помощь. Мы также с республиканскими методическими объединениями об этом говорили, обсуждали, и подобная работа будет запланирована. В том числе данное взаимодействие может осуществляться в отношении не только предметных, так скажем, да, предметного взаимодействия, но и вопросов, связанных с сопровождением категорий, условно относящихся к неблагоприятным. В частности, например, по взаимодействию с республиканским методическим объединением педагогов-психологов, логопедов и так далее, и так далее. Хочу напомнить, что информационное сопровождение проекта у нас осуществляется на сайте института, Комреспубликанский институт развития образования, раздел «Проекты» и проект «Эффективная школа». Периодически мы обновляем непосредственно информацию, и там есть информация как раз обо всех тех документах, которыми мы руководствуемся при реализации проекта, и ряд другой информации. Ну и второй сайт в данном случае это
сайт «Мобильный методист». Извините, здесь есть ссылка на сайт Конкурс.Киро, она здесь несколько неуместна. метод.киро.ру. Вот это ссылка на «Мобильный методист», где представлены уже школьные команды, где представлена актуальная нормативная база, где представлены действующие методические рекомендации, а также имеются архивы. То есть фактически архивы не закрыты, и обращение к архивам позволит, в общем-то, участникам сориентироваться в контексте, в данном случае, заключения договоров, соглашений между образовательными организациями, в контексте подготовки программ и так далее. То есть эта платформа достаточно информативна. Ну и также на мобильном методисте мы в ближайшем времени разместим тоже обновленную информацию, необходимую для участников данного проекта и более современную. Также напомню, что кураторами проекта является непосредственно проректор по научно-методической работе Габова Марина Анатольевна и специалисты центра. Вы видите наши данные, наши сведения для связи, поэтому при необходимости вы можете звонить или писать при возникновении вопросов. Ну и также мы, конечно же, готовы к участию во взаимодействии уже внутри команд, образованных непосредственно в отношении муниципалитетов и так далее, и обеспечивать сопровождение участников. Уважаемые коллеги, у меня, в общем-то, вся информация, которой я хотел бы с вами сегодня поделиться, и я готов ответить на вопросы, но вернусь я на слайд вот этот. Да, если у вас есть вопросы, в данном случае вы можете их задавать, вы можете отметить их в чате, вы можете написать их непосредственно в разделе «Вопросы». Коллеги, вопросов нет. Тогда перед завершением я хочу еще раз обратить ваше внимание. Мы подготовим в данном случае информацию по методическим рекомендациям и направим в данном случае в муниципалитеты для того, чтобы вы могли их использовать для разработки муниципальных программ. Также мы готовы откликнуться именно по данным срокам. Хочу обратить ваше внимание, и вот наша просьба относительно мониторинга до 10 мая, и, конечно же, это участие школьных команд в работе международного методического семинара. Вопрос по школам-лидерам. По Сыктывкару определена, но мы ее не подавали. Как определялась школа? Лариса Борисовна, школа определялась в данном случае по результатам, которые она продемонстрировала, в частности, по ОГЭ, ЕГЭ, это русский, математика, и по результатам ВПР. Данное предложение было сформулировано министерством, и оно было в данном случае предложено муниципалитету, и, соответственно, мы получили согласование от муниципалитета по всем школам-участникам и в том числе по школе-лидеру. Мы понимаем, что она очень далеко от школ-участниц в этом отношении, но у нас есть муниципалитеты, где, например, это Усинск, либо, например, Печора, ряд других, где локально образовательные организации находятся гораздо дальше, нежели чем гимназия 1 и другие сыктывкарские школы. Но хочу сказать, что мы в данном случае эту информацию направляли в муниципалитет, и муниципалитет согласовал, в том числе и школу лидера. Коллеги, тогда я вас благодарю. Спасибо, что вы нашли 40 минут общения с нами. И если будут вопросы, пожалуйста, пишите, пожалуйста, звоните. Мы обязательно на них ответим и готовы к сотрудничеству. Всего доброго, будьте здоровы. До свидания.